расскажем вам о человеке большой души, неимоверного трудолюбия, при знакомстве с которым весь стол был покрыт почетными грамотами и медалями. Это профессионал лесного хозяйства, которому доверяли высокотехнологичные лесозаготовительные механизмы и оборудование. Это победитель социалистических соревнований, кавалер Трудового Красного Знамени, Лекомцев Николай Иванович, 1935 года рождения, чье детство выпало на тяжелые военные годы. Николай Иванович, вы родились в 1935 году. К началу Великой Отечественной войны вам было 6 лет. Вспомните, может, что-то вы знаете об этом событии? Ну, помню, у отца брата в армии провожали, кумушку пили. А в каком году это было его провожали? В начале войны? Да, в начале войны. Там деревня ведь никто водку не покупал, и денег не было. Все. Кумушку гоняли. А как деревня называлась, где вы жили? Жан-Тимошур, Это какой у нас район? Игринский, Игринский район. деревня Жан-Тимошур. Вот Так. провожали, говорите, на войну. А вот как провожали? Чувствовали ли люди... На лошадях собрались здесь, всей деревни, и песни пели. А многие уходили на войну? Одного только знаю, а остальные после войны всех, они же до меня, видимо, ушли на фронт. А может, кто-то из деревни уходил? А у брата, видишь, он сидел, отпустили из тюрьмы, потом сразу в армию забрали. Где-то в середине войны. А семья большая была, родители где работали? Нет, небольшая была. Они в колхозе работали все. Брат 28 года, брат 39 года, и я 3 человека был. А работали, получается, в колхозе? В колхозе. Все в колхозе. А кем работали? Чем занимались? Они летом сельское хозяйство все поднимали, а зимой на лесозаготовку всей деревни гоняли леспромхоз, куда-то дадут участок, и лес валили, пилили все, Ижевский завод топили. По всей деревне все гоняли зимой. Все на лесозаготовку. А я там был, в лесозаготовке, после войны уже. После войны. А там не помните, чем они работали? Какие инструменты были, техника Топор была ли и какая-то? пила ручная, и все. А это «Дружба-2», которая называется у нас, да? Больше ничего не было. Вот родители у вас уходили на работу. Вы оставались одни дома. Чем вы занимались? Играли? Ну, я Или помню, работали? так я уж Нет, дома по хозяйству. по хозяйству ничего не помню, я ничего не делал. А чем занимались, пока родителей не было? Но мать-то дома была всегда. Во время войны вы пошли в школу. Чем вы занимались в школе? В школе ничем Учились? не учились. Я не помню, учился. У меня читать и буквы трудом выучил. То есть с трудом вам давалась школа, получается, да? А чем писали, книжки, тетрадки? Вот было у вас что там такое? Бумага-то была у меня, ручка была, а чернила-то из золы делали. Не золы, а как из трубы вычистишь и Сажа? водой сажу, и болтаешь, и так она притом не болтается, она поверху плавает, и все. А потом приспособление какое было? Писали вот это из золой, получается? Перья давали, ручка деревянная и перо, вот такое называлось. И потом вот этими уже самодельными, так называемыми чернилами вы уже писали в тетради или книжки карандашом были? здесь не пускали. Где чернилом надо, где карандаш там. Значит, карандаши были. А на чем писали вы? На бумаге всякие разные.
А с бумагой у вас проблем не было, да? То есть где ее найти? Нет, тетради, книги полно было, амбары. Все, бумага-то была. То есть родители помогали находить где-то ее, да? Была возможность такая? Ну, отец, мать рассказывала. Там во время войны, до войны, аэродром стали в Ижевске. А там бумага, видимо, была в городе. И эта бумага попадала к вам. Ага, мне. Ну, то есть с этим проблем не было, а была проблема то, что тяжело давалась учеба. Да, так я говорю, ведь у меня ухо бежало до 8 лет. Все, стекло оттуда, немного осталось, видимо. То есть, получается, уши болели как раз в то время, да? Простудили? Не знаю, карантин, как это, горлотин или как название. Скарлатина? А он какие не мероприятия? лечится. Он, видимо, не лечит, так и бежит, и бежит, бежит. Ну, может, не знали родители, чем ли. Какие мероприятия у вас проводили в школе? Физкультура выводили, еще больше ничего, не знаю. И не было. Физкультура была, на лыжах все гоняли. Ну, вот это вы помните, наверное, то, что это все-таки самый легкий предмет был. Да, Остальные да, еще да, предметы больше были. ничего не было. Ну, учителя вас, наверное, куда-то собирали, какие-то линейки, не помните? Да, никуда не собирались. А учителей вы помните? А может, кого-то из учителей запомнили? Ну, директора помню, это он наш бывший кум стал директором школы, был. Шеrebokov фамилия была. А он какой был? Серьезный, строгий? О, серьезно, после войны у него руки, ну, кисти не было, так сердитый был, как подоска шлепнет рукой, а потом держит руку. А он у вас какой-то предмет тоже вел директор тогда? Или нет? Ага, математику. А, математику вел. И поэтому дисциплина у него была, раз он строгий был, да? А от меня толку-то ничего не было. Я таблицы умножения сейчас не помню, ничего не знаю. Так что ходил 4 года в школу. Все, Значит, Потом- 4 класса. да. Учили. Потом что, после школы придешь, лапти давай плести, 7 пар за неделю. На базар в дворе был район. А лапти из какого дерева или из чего плелись Из лапти? луки заготовишь, летом дерут, домой на лошадях привезут. И расчиняешь все по размеру, сколько надо. Вот. Плетешь лапти, продаешь. Значит, вы помогали, вот смотрите, плести лапти. А еще как вы помогали после уроков? Ходили, например, помогать в колхоз? О, колхоз после школы уже каникулы до сентября. То коров пастушить, то овец пастушить, колхозные, все. Все лето пастухом был. Коров колхозные. А зимой уже не ходили, да? А зимой школа эти. А после уроков? Вот уроки закончились, идете домой, Нет, домой. там уже дома. 1,5 километра школа была, так в лаптях ходишь. Весной так растает начать. По колен, по воде, без средств домой и на печку. А кормили вас в школе? Нет, не было такое понятие. Значит, вы голодные были. Да. А с собой, наверное, обед брали или нет? Раз 1,5 километра до дома, нужно туда-обратно было ходить. То есть, получается, в школу Нет. что-то брали, да? Вроде, думаю, это с собой брали кусок хлеба, если есть. Если нет, так картошку пекешь, готовишь на картошке. А дома у вас какое питание было? Что вы дома кушали? Чем мама кормила? Мама кормила достаточно хорошо. Она работала в этом птицефабрике, не фабрика, а птиц кормил, куриц кормил, все. Там зерно давали, да, горсть принесет, нам кашу сварит. Много тоже нельзя, поймает горсть килограмм. Год тюрьма садили.
А хлеб у вас какой был? Какой. Многие говорят о том, что вот ели хлеб с лебедой. в Вот, военные годы. А у вас? да, лебедой, конечно, и суп лебедой, и молоко бьют, масло-то сдавали, а остатки лебеду варишь, потом делаешь, как То есть родители корову держали, да? корову держали, да, без коров. Ваша корова была вашей кормилицей. Ну да, только отходы от молока. А если масло не сдаешь, а молоком сдавай. Молоко сдаешь, а нам ничего же, все старались масло бить. Масло бьют, и остатки нам. Вы, наверное, как и другие дети, любили играть. В какие игры вы играли? Никаких и не играл. Вот на лыжах катался, и чуть-чуть на горе жили, спускается. А Ну, а- вот с мячиком, вот говорили, какая-то игра, в какую-то игру играли с мячиком. Но это летом. Ну да, да, нет, мы летние тоже игры вспоминаем, то есть вот какие раньше игры были. Вот сейчас вот у нас молодежь в основном все на интернете сидит, а раньше такого не было, то есть вот какие у вас интересы были вот к играм? Ну, собираемся, иначе один человек подает, другой палкой. Лапта. Лапта, ну, Лапта, лапта да? и все, Мгм. больше никаких. А вот мальчишки любили играть в войну. Играли вы в такую игру? Нам тогда не работали мы, некогда было. Значит, мало времени было для Мало. игр. Николай Иванович, как сложилась ваша жизнь после школы? Нормально. Чем занимались? Я до 52 года работал в колхозе. Потом сельский совет пришел, с колхоза 2 человек выделить леспромхоз постоянно жить, работать. А раньше как сезон, ну, как зима, все, кто попадет, еще отправляли лес рубить. Потом лучше стало, лесмолхозы стали, и людей на постоянную работу, кто хочет. Никто не идет в колхоз лес рубить, а зимой ведь всех гоняли вот так по снегу. А мы, одна девка была, я согласились, дали паспорт, шуруй, лес, дали топор, пилу поперечную, лапти новые, портянки новые, и все. До 53 года я так работал там. Потом что, до этого спецовку дали новую, кирзовые сапог, я только на танцы ходил летом девкам на сапогах. А так, леспромхоз 3 года ходил в лаптях полностью. Николай Иванович, а вот вечернее время после работы, учебы, чем вы занимались? Как отдыхали? Да ничем, клубы пробегаем или по улице бегаешь и все. Утром на работу. Много вас человек собиралось? Вот, что там было, танцы или Да, что, там еще что-то? 3 деревни рядом по полкилометра расстояния. Все соберемся, да. Куча получается много. Ну, вот человек 20-30. Да. Со всех деревень ведь. А в клубе дискотеки проводили, да? Никакой дискотеки не было такой. А Танцы. просто собирались и танцы, да? Да. А вот то, что говорите, вот в деревне просто собирались, а там чем вы занимались, что вы делали? А так вокруг соберемся, да, песни поем, по кругу ходим. А инструменты какие-то были, когда песни пели или Ну, нет? гармонист надето на гармошке. Ну, то есть у вас любимый инструмент, так скажем, была гармошка, да? Ну да, а И больше под не было. гармошку и танцы проходили, да? Да. А в каком году вы женились? 25 лет было мне, да, я не знаю, какой год был. Ну, 25 лет было. 25 Я- лет. ну, Как я- звали вашу жену? Анастасия Степановна. Вот расскажите немножко о своей семейной жизни.
Вот она у меня чуть-чуть старше была меня. Она все воспитала вместе всех семей. А где вы Я- с ней познакомились? В леспромхозе Там же тоже, познакомились. да, как. Работали вместе. Ну, в нашей деревне эти сезонники, как были раньше. А саму свадьбу помните, что у вас там было? Вот, как проходила свадьба? Свадьбы не было. Расписались, мы вдвоем ходили. Раз, все, А расписывались где? сельское называется, ходили. Тоже рядом деревни. Сельское, там. А у нас поселок, рабочий поселок был. Чуть подальше, километра полтора. Так. А сколько у вас детей? Много. 5. Это очень хорошо. Если такое, ну, от жены 6. А так моих подписано. Сколько у вас внуков? Внуков Но внуки-то ведь есть? Вижески. Все внуков. А сколько их много? Внуков у каждой дочери по 2 Ну, значит, получается 10. внуков. Да. Внуков. А правнуки есть? Есть. Одна уже есть. Николай Иванович, а вот какие вы профессии освоили? Только тоже тракториста. Всяких Тракторист. видов тракторов. От бульдозеров, крановщиков, экскаваторов. Ну, все. Лесной промышленность какая есть. А Все моя. Вон тут все. Скажем. Бульдозеры 6 месяцев учился. а где учились, помните? В Ижевске. В Ижевске. Лесной промышленности только там своя школа была. А вот вы пошли учиться на тракториста, а где в это время вы уже жили? Я жил там, леспромхоз, Зуринский леспромхоз был. То есть от того леспромхоза вы обучались да, профессии тракториста, да? Да, Потом, получается, работали? работал все. По специальности, да? На всех. А в Какмош когда переехали? И где здесь работали? В 76-м. В 1976 году приехали, Да. и, соответственно, в Какможе у нас было только лишь одно предприятие, леспромхоз, да? Да, там челюстный трактор был. Я на челюстнике сразу лес и грузил. То есть вы, получается, работали у нас в лесу, Да, только в лесу. занимались погрузкой леса на машины, да? Да. Это сколько лет вы работали трактористом? Вообще у вас стаж? За все 60, вот это, в котором году. Ну-ка, посмотри. Вот в 1959 году вы закончили Ижевский лесотехническую школу трактористов, да? Да. А потом работали где у нас? В Какможе? Нет, 59. Ты что, я в Зуринском леспроходе Ага, 25 лет работал еще. Потом сюда приехал. ведь. Ага, в Какмож приехали, а здесь вам тоже сразу технику дали или Да, что? да, сразу. Где Рабо- начали работать здесь? В лесу тоже. Тоже в лесу. Ну, Ага, а помните, кто директором был, когда вы сюда приехали? Гаранин. Ага, а вы о нем, вот какого А мнения остались? тогда это Шарычев был уже. Анатолий Максимович Шарычев был. А как вы в лесу работали? Нравилось вам, не нравилось? Трудно вам было там? Как не нравится, если план выполняешь, и все. А от чего зависел план? А мне заработок. Ага, заработок. А чтобы план сделать, вы как бы стремились к этому? У вас там бригада была или вы самостоятельно? Нет, я один же за рулем, один сидишь. Сколько больше погрузишь, больше и деньги получишь. То есть, получается, большая ответственность была, так как вы отвечали за погрузку Ну, леса, за да? кубометр, больше кубометров погрузишь, 10-20 машин лесовозов за день. И все, твой заработок. И в этом лесовозе заработок также. То есть, получается, от вас еще зависела и зарплата да. других рабочих, которые в лесу работали. А там кто еще вам помогал этот план выполнить? Вот от чего все это складывалось? То есть лес вы грузите, лес Ну, там заготавливали? Бригады хорошо штабелюют лес. И бригада, лесозаготовщики, они ведь рубят, валят, потом на штабели ложат. И я подъезжаю, раз, готовый лес
на машину, гружу, все. То есть все равно тут, так скажем, командная работа была, то есть вальщики Да, работали, там штабеля складывали. мастер ходит. Мгм. То есть мастер все это контролировал, да? Да, да, да. Вы были хорошим трактористом. А чем вы увлекались? Чем занимались в свободное от работы время? Отдыхать только все, ничего. После работы все, какое увлечение. Женился, все, А рыбалка, может, охота? это второстепенное дело. И если время есть, пойдешь, нет, так сиди ребятам выйдешь. А что интереснее было, порыбачить, к примеру, или за грибами сходить? Ну, за лето раз пойдешь за грибами, один раз за рыбалку, все, больше что, не постоянно же. А что бы вы хотели пожелать нынешней молодежи? Ой, им надо учиться только высшее образование брать. Не дедушкин пути. Они трактористами пойдут, ну, продавцом-то пойдут. Она тоже, внучка, высшее образование кончила, уже работает уже в Ижевске. И вот что бы вы им бы пожелали, вот молодежи нашей сегодняшней-то? Не только внукам, а вообще всем, Да, всей молодежи. всем. Вообще вот на молодежь, сегодняшний день, да, да, действительно, вот всей молодежи, какая у нас вот есть. Да, здоровье, чтобы войны не было, все, тишина была, чтобы